прошедшем периоде, то за 100 дней моей работы в качестве руководителя города Набережные Челны, наверное, реализовать какие-то крупные проекты просто объективно невозможно, но мне, как руководителю города, удалось оценить ту ситуацию, в которой находится наш город, и в плане социально-экономического развития, и в плане реализации ряда крупных и небольших проектов. Во-первых, я продолжил реализацию тех проектов, которые начинал и над которыми работал Василий Гаязович Шахразеев, предыдущий руководитель Автограда. Я имею в виду проекты по строительству объектов социально-культурной сферы. Это трамвайная линия, это капитальный ремонт жилых домов, строительство и завершение детских садов. Есть определенная преемственность, я считаю, она должна быть в работе нового руководителя исполнительного комитета, руководителя города. В качестве руководителя города за первые 100 дней нам удалось более подробно рассмотреть и принять определенные меры в сфере жилищно-коммунального хозяйства. Это сфера, которая сегодня на слуху, которая требует серьезного внимания, постоянного внимания. Поэтому в сфере жилищно-коммунального хозяйства, как мы выяснили, есть определенные резервы и в управлении жилым фондом, и в тарифах. Мною принято решение с 1 января 2015 года не повышать тарифы на жилищные услуги в сфере жилищно-коммунального хозяйства. Жилищные услуги – это ответственность муниципалитета, коммунальные услуги, напомню, устанавливаются комитетом по тарифам по Республике Татарстан, поэтому то, что касается решения на местном уровне, мы такое согласованное с управляющими компаниями решение приняли, считаем, что в непростых экономических условиях это решение абсолютно правильное, абсолютно справедливое, абсолютно выгодное. Следующий вопрос, на что я обратил внимание как руководитель города, это вопрос, связанный с судьбой так называемых обманутых дольщиков. Мне удалось найти решение с рядом строительных организаций, в первую очередь с компанией «Химстрой», значит, с одной из строительных компаний города Набережные Челны, с тем, чтобы проект по строительству жилого дома на 297 квартир сдвинулся с мертвой точки. Напомню, что 6 лет этот вопрос, к сожалению, в силу объективных и субъективных причин не решался. Буквально несколько недель тому назад строительная компания приступила и возобновила строительство жилого дома. Я считаю, что судьба почти что 300 жителей и семей города Набережные Челны благополучным образом разрешится в начале 2016 года. Важным вопросом, который волнует граждан последние годы, является вопрос городских пассажирских перевозок. Поэтому мы приступили к реализации крупного проекта по организации городских пассажирских перевозок с увязкой в связи с вводом в эксплуатацию новой трамвайной линии. Заказан крупный проект в Институте транспорта города Санкт-Петербурга с тем, чтобы в 2015 году, в первой половине, мы могли бы еще раз с профессиональной точки зрения оценить и принять уже окончательное решение по организации городских пассажирских перевозок, подразумевая, что в городе необходимо организовать перевозку пассажиров, в том числе и трамваями. Этот вид транспорта востребован. И, естественно, мы считаем, что для полумиллионного города необходимо перевозить наших граждан и автобусами большей вместимости. Поэтому за этот короткий промежуток времени мы приступили к началу реализации этого проекта. Ну и, естественно, как руководитель города, я заинтересован в том, чтобы мы участвовали во всех республиканских и федеральных программах. Нам это удалось.
удалось. Мы участвуем во всех программах, связанных с капитальным ремонтом жилых домов. Их капитальный ремонт на 2015 год не меньше, чем в 2014 году. И сумма достаточно приличная, более 1 миллиарда 100 миллионов рублей. Мы приступаем и приступили к реализации программы строительства детских садов. Их в этом году будет тоже достаточно много. 6 детских садов планируется построить в нашем городе. Мы приступили к крупному достаточно и важному социально значимому проекту по приведению в порядок и капитальному ремонту футбольного стадиона, футбольного клуба КамАЗ. Этот проект, значит, он востребован жителями города Набережные Челны. Мы приступили к реализации проекта по капитальному ремонту и приведению в порядок Парка Победы. Мы начинаем работу по капитальному ремонту и приведению в порядок пешеходных подземных переходов. Крупный проект, который сегодня в работе у нас, это проект по приведению дорог в нормативное состояние. Напомню, на 2015 год мы запланировали капитальный ремонт дорожной сети на сумму 1 миллиард рублей. И ни много ни мало по всем этим программам сумма инвестиций в социальную инфраструктуру, в городское хозяйство составляет более 4 миллиардов рублей. Повседневными заботами, как руководитель города, я занимаюсь, поэтому могу сказать, что за прошедший небольшой промежуток времени, 100 дней это небольшой промежуток времени, тот темп, который есть, был в городе Набережные Челны, на мой взгляд, сохраняется. Достаточно высокие темпы строительства, обустройства социальной и культурной сферы. Если взять вопросы жилья, то в 2014 году мы завершили с объемом 327 тысяч квадратных метров жилья. Такое количество жилья мы строили в городе в лучшие времена строительства Автограда. И на 2015 год мы себе планку поставили в 340 тысяч квадратных метров жилья. Одним словом, город живет, город развивается, есть уверенность и в завтрашнем дне у жителей нашего города.